Всем привет, это с вами снова Максим, и мы продолжаем проходить подземелье Китгарда. И сегодня нас ждет 8 уровень, называется он Узник. Нажимаем кнопочку Узник, и наша цель — освободи узника и получи союзника. Как я помню, это очень сложный уровень, давайте попробуем пройти его. Освободи узника, победи охрану, собирай самоцветы. Очень важный момент. Вот какой у нас злой охранник есть. Он, по-моему, сильнее, чем... Ну, наш герой выглядит, конечно, очень круто, очень брутально, но давайте попробуем начать уровень. Итак, вот наши подсказки. Освободи узника, победи охранника и подбери самоцвет. Вот этот самоцвет, вот этот охранник, вот этот узник. Освободи Патрика. Так зовут нашего узника, который находится за дверью Weak Door. Окей. Победи охранника по имени Ту. Окей. И собери самоцветы. Ну, вроде бы все понятно. Мы помним, что мы изучаем язык программирования JavaScript. И давайте же попробуем написать наш код. Итак, для начала давайте попробуем. Может, мой крутой герой сможет победить некого огра без помощника. Итак, пишем команду следующую. Hero move right. Мы помним, что мы можем задать ему количество шагов, которые он сделает. Давайте посчитаем. Раз шаг, два шаг, три шаг, 4 шага. Давайте пусть он сделает 4 шага направо. Давайте он сделает 3 шага направо. По-моему, 2 маловато, 4 много, а 3 само то. Затем наш герой нападет на нашего врага Hero Attack. И мы помним, что здесь в кавычках, да, мы пишем имя нашего врага. Нашего врага зовут... Вот так вот. И давайте попробуем его запустить и проверить, что получится. Итак, наш герой идет. Он делает 3 шага направо. Затем он идет атаковать. Вот видите, он выделился, что он его атакует. Раз удар, два, все, он только 1 раз ударил. И мы помним, что на самом деле, чтобы победить врага, нужно много раз его ударить. Давайте попробуем 2 или даже 3 раза. Давайте 4 раза ударим, попробуем. Запускаем. Итак, он быстренько идет. Раз, два, 3, 4. Так, опять не хватило. Давайте еще ударов добавим. Так, он точно должен победить. Идет. Раз, два. Так, все понял. У нас, оказывается, не хватает жизни. Смотрите, получается, все-таки наш герой не такой мощный, и ему нужен все-таки помощник. Давайте попробуем с этим ему разобраться. Итак, попробуем сделать следующую вещь. Мы видим, что дверь находится у нас на первом шаге. Получается, мы можем эту троечку убрать. Возвращаемся к этому. Мы дошли до двери, и мы должны сломать дверь. Тогда, получается, вместо Hero Attack 2 мы напишем, что мы будем Weak Door атаковать. Weak Door. Окей. Я не знаю, сколько раз нужно ударить по двери. Надеюсь, одного раза хватит для удара. Давайте проверим. Всегда можно проверить. Я удалил лишний код, который мы писали, который у нас не получался. И запустим. Так, одного удара действительно хватает. Это здорово. Вот Патрик к нам присоединился. И мы пока стоим на месте, потому что мы ничего не делаем. Итак, давайте пока остановим. И после того, как Патрик к нам присоединится, мы сделаем раз, два, еще 3 шага направо. Герой, получается, пусть сделает, допустим, направо пойдет 3 раза. Вот сюда. И затем пусть они вдвоем атакуют вот этого нашего друга. Я думаю, что наш союзник будет автоматически сам атаковать. Ну, и мы, получается, давайте я скопирую наш код, чтобы все заново не писать. И для этого я нажимаю левой клавишей мыши, могу ставить код, да, давайте попробуем запустить. Итак, идет, ломает, идем. Давайте я перемотаю. Это был самый эпичный момент, давайте лучше посмотрим. Так, ага, Патрик, оказывается, у нас стрелок из
лука, да, он арчер. Итак, мы победили его, и теперь наша остается последняя задача, это схватить бриллиантик. Итак, давайте попробуем написать команду, как только мы победили его, мы должны спуститься вниз за бриллиантиком. Обратите внимание, что вот мы победили его, но ходить он все еще считается, что он находится, наш герой, вот на этой точке. Он просто побил его, он, получается, должен вернуться на эту точку и потом сделать шаг вниз. Считаем отсюда. Раз, два, три. Итак, пишем команду hero move down. Это у нас спуститься вниз и допускаем 3 раза. Итак, попробуем. Все-таки что-то я сделал не то. Окей. Ага. Все понял. Это ошибка, ребята. Итак, во-первых, наш герой сразу начал все-таки двигаться с этой точки момента, и он отсюда спустился на 2 точки. И, по-моему, мы так и не победили, не смогли ударить еще раз по врагу. Попробуем такую систему. Вот он взял. Раз, два. Так, все. Нет, все-таки, по-моему, да, мы застреваем. Это не та команда. Удаляем лишний код и попробуем сделать тогда. Вот он пытается идти вниз, значит у него проблемы. Пусть он спустится пока 1 раз. Попробуем, что будет, когда он сделает 1 шаг вниз. Итак, мы бьем. 1 шаг сделали вниз, и мы оказались вот на этой точке. Хорошо, пусть он спустится еще один шаг вниз и пойдет направо. Получается move down мы пишем 2, и здесь пишем команду hero move right 1 раз. Если мы ничего не пишем, он делает 1 шаг. Итак, бьет. Кстати, вы можете всегда пользоваться вот таким скроллом, если вам как бы долго наблюдать, можете покрутить. Вот я могу ускориться. Бьет. И давайте посмотрим. Все. На этом мы освободили узника, побили охранника и взяли вот этот самоцвет. Итак, готово. Вот, я получил какие-то ачивки за 10 уровней по базовым знаниям по языку JavaScript. Это очень здорово. Скорее всего, как только вы пройдете, вы тоже будете знать, что вы молодцы. Смотрите, мы почти закончили, мы прошли 8 уровней из 18, у нас осталось 10 уровней, это очень здорово. Итак, на этом пока все. И давайте посмотрим, что же нас ожидает следующее. У нас появляются дополнительные какие-то варианты, да. Итак, мы можем воздействие практика. Да, на этом пока все. Тогда встретимся на следующий урок. Всем пока, с вами был Максим. Читайте книги, изучайте языки программирования. На этом пока все. Счастливо!